В Абхазии более 50 тысяч пенсионеров, из них около 32 тысяч получателей российской пенсии, более 7 тысяч только абхазской. Деньги пенсионеры уже какое-то время не могли получить, а буквально вчера задолженность перед пенсионерами была выплачена. Председатель Сбербанка Абхазии Тимур Бганба рассказал абхазскому телевидению о том, с чем были связаны задержки по выплатам пенсии. Без пенсии никто не останется. Другое дело, что мы будем следующим этапом переводить в Кварчели. К сожалению, там тоже мы не сможем всех снять шероховатости в период перехода на карточную систему. Я перед всеми пенсионерами приношу извинения за доставленные неудобства и за те неудобства, которые им предстоят. Председатель Сбербанка рассказал о том, почему в банкоматах не бывает наличных денег. По его словам, в один банкомат вмещается 2 миллиона 200 тысяч рублей, а общая сумма пенсионных выплат – 300 миллионов рублей. Получается, что установленных терминалов пока недостаточно для единовременного зачисления всей суммы. Никакая разветвленная сеть банкоматов не позволит построить работу так, чтобы в банкомате не заканчивались деньги. Это просто давайте физически посчитаем, в один банкомат входит 2 миллиона 200 тысяч рублей. Сколько надо иметь банкоматов, чтобы в один день выдать за пенсию? Мы, конечно, в первые дни особенно все заправляем, и они практически работают. А организовать работу, чтобы все пенсионеры в один день сняли, это просто нереально. Тимур Бганба отметил, что в Сбербанке есть дежурный банкомат, который всегда выдает наличные. У нас при отделении он практически только в период его дозаправки, тоже что примерно полчаса занимает времени, этот банкомат практически он дежурный, он работает круглосуточно. Как выяснилось, задержка выдачи пенсии была связана с технической стороной банковской системы. Половина пенсии, 150 миллионов, мы раздаем практически в 3-4 дня. То есть люди получают деньги гораздо быстрее, чем это было в прошлом. Но не заключив юридических отношений между банком и клиентом, сделать это невозможно. Все-таки это карточка, это материальная штука, это передача пин-конверта, то есть электронная подпись пенсионера. Все эти вещи должны быть юридически закреплены. Председатель Сбербанка заверил, что никто не останется без пенсии, и отметил, что каждый держатель банковской карты сможет оформить микрокредит в размере 3 или 6 окладов, как зарплаты, так и пенсии. Во-первых, у нас есть еще и программа кредитования под карточку. Более 130 миллионов мы именно под зарплатные пенсионные карты выдали кредиты на населению. Соответственно, у нас будет в ускоренном варианте, без прохождения процедур кредитного комитета и так далее, этим продуктом воспользоваться. Это, я считаю, большим подспорьем для людей. Они могут 6 пенсий получить и, соответственно, решить какие-то свои насущные проблемы. Во второй половине дня председатель Сбербанка Абхазии Тимур Бганба выехал с проверкой в районное отделение Очимчиры. К его приезду никаких очередей не было. Нормальная обстановка, людей немного. В общем, то, о чем я с утра говорил, что по большому счету можно с уверенностью сказать, что очередей нет. Рената Шакая, Беслан Джинджулия, Абхазское телевидение.